Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена. Классика, Аслан. Да. Но знаешь, я тоже хочу похвастаться знанием поэтических трудов и зачитать несколько строк из любимого. «Слушай, мне не нужны твои советы вовсе, меня бросает в сон твоих объятий возле, и пока тихо пусть тикают наши пути, меня позови». Это что-то из школьной программы, я вот такого никогда не слышал. Да, у нас в Алагире своя школа, школа жизни называется. Но давай расскажем нашим зрителям, почему мы решили с тобой сегодня начать со стихов. Все дело в том, что сегодня мир чествует поэтов, рифмы. Любовь, морковь. Кровь. Именно так. Да, и поэтому я решил, что сегодня мне стало немного интересно все-таки, какие книги чаще всего читают жители России, и узнал, что это фантастика и фэнтези. За эти жанры проголосовало, пожалуйста, 36% опрошенных. Второе место разделили научно-популярная литература и детективы, их 27%. Замыкают тройку лидеров классические произведения, их 25%. Кроме того, россиянам нравятся исторические романы, их предпочитают 21%, и приключения 16%. Опрос также показал, что фэнтези и научно-популярную литературу чаще читают граждане до 34 лет. Исторические романы больше нравятся читателям старше 45 лет. Ну, Карина, как говорится, кто много читает, тот много знает. А кто много знает, тот плохо спит. Но спать не придется. В эфире «Самое время», и мы начинаем. Карин, я тут решил подготовить твою, любимую рубрику новостей про космос. Ну, я в предвкушении уже. Так выглядит полет на высоте 200 километров над Землей. SpaceX выложила фото с полета Starship. Корабль с третьей попытки смог выйти на орбиту. Правда, при возвращении разрушился. Но фотографию 9×12 с наивной подписью «На память» отправить успел. Наверняка прям видна Земля в иллюминаторе. Конечно. А еще скафандры для полетов на Марс начали тестировать в Армении. Группа ученых из 20 стран решила, что армянский рельеф очень похож на марсианский. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной, поэтому группа отправилась туда проверять снаряжение и роботов. Кстати, если бы я долетела, то было бы неплохо установить там флагосети. Конечно. Ну, я согласен. Да еще и провести при этом прямой эфир оттуда же, на фоне Земли. Точно. Кстати, ты знаешь, что Госдума обязала все образовательные учреждения поднимать российский флаг. С 1 сентября 2024 года устанавливать триколор на своей территории должны все школы, детские сады, колледжи, техникумы и вузы, независимо от формы собственности. И флаг должен находиться на своем месте постоянно. Раньше такое требование касалось только общеобразовательных школ. И раз уж мы заговорили об образовании, то расскажу. На ЕГЭ разрешили приводить аргументы из видеоигр, аниме и комиксов. Вот как? Да. А также из сериалов и фильмов. Ссылаться на эти произведения в 2024 году можно будет на экзамене по русскому языку. Об этом сказано в разрешении Федерального института педагогических измерений. Знаешь, если честно, очень жаль, что вот в мое время не было такого. Я бы очень усердно подготовился и привел бы, знаешь, столько аргументов. Ну, я вот тоже. Например, если взять тему этого года, как вы понимаете, утверждение «каждый сам делает свою судьбу», я бы привела в пример, ну, например, фильм «Волк с Уолл-стрит».
Вот он, настоящий творец своей судьбы. Да, но если уж мы начали говорить о бизнесе, то давай уж расскажем. Общероссийская организация «Деловая Россия» объявила старт 10-й Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов. Традиционно студенческая олимпиада проходит в 2 этапа – региональный и федеральный. И сегодня мы узнаем, сколько задач надо решить, чтобы заработать свой первый миллион. А у нас в гостях Роман Абиев, председатель Северо-Осетинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Заур Кучиев, уполномоченный по защите прав предпринимателей РСО «Алания», и участники Олимпиады Марат Царикаев и Илья Торчинов. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас в первую очередь благодарим за то, что вы к нам сегодня пришли. Уже не терпится узнать, что же нам надо сделать для того, чтобы Аслан заработал свой первый миллион. Но пока хочется поговорить об Олимпиаде. Вот знаете, когда мы говорим об Олимпиадах, например, там по русскому языку, литературе или математике, то сразу все становится понятным. А в данном случае хочется понять, почему появилась эта Олимпиада и для чего она нужна. Наверное, Роман. Это совместный проект «Деловой России» и Российского исторического общества. Это уже 10-й раз мы проводим вот эту Олимпиаду. И это возврат к истокам, к истории предпринимательства, к созидательному предпринимательству. То есть и вопросы, соответственно, связаны с историей и предпринимателями, которые вошли в историю. То есть это помогает будущим предпринимателям, бизнесменам стать еще более профессиональными в той деятельности, которой они занимаются, или знать историю для того, чтобы не допускать каких-то ошибок? Мое мнение, не совсем так. Я считаю, что на самом деле для бизнеса, для предпринимателей нужно правильно расставить приоритеты. То есть это мы в первую очередь говорим о предпринимателях, которые оставили след в истории. То есть там нету вопросов или что-то связано, там, сколько какой у него капитал, или какой у него там был дворец, там, или что-то еще. То есть это те люди, которые поддерживали науку, которые поддерживали искусство, какие-то социальные проекты тянули и развивали фактически целые территории. То есть я считаю, что мы большая страна, и многие территории фактически получили свое развитие за счет того, что за счет инициативы предпринимателей, которые целыми династиями поднимали целые регионы. И про это нужно знать и правильно расставлять. То есть я понимаю, что прибыль для бизнеса — это самое важное, но второй вопрос: для чего получать эту прибыль? То есть нужно же как-то что-то ставить. Да, безусловно. Согласны. Но вот мне, если честно, очень интересно, какие все-таки уроки можно извлечь из истории предпринимательства для успешного развития собственного бизнеса? Кто скажет? Если можно, да, я конечно. Попытаюсь ответить на этот вопрос. Всегда обращение к истории в любой ситуации, оно полезно, чтобы, особенно когда вы развиваете бизнес на территории какого-то региона, какого-то города, надо знать, предшественники чем занимались здесь, что выращивали, условно говоря, какие продукты производили, как это все дело происходило и так далее. С этой точки зрения, познавательной. И это может и натолкнуть на какие-то идеи. Посмотрите, наш старый проспект Мира. Там замечательные здания, красивые, и мы можем посмотреть. А здесь был отель «Париж», а там был отель «Гранд-отель» и так далее. И посмотрите сейчас, сколько отелей появляется, еще сколько появится на проспекте. Это такой мостик. Сколько ресторанов, сколько кафе, это привлекает туристов. И это все было в дореволюционной России и в советские времена, там, правда, не в таком объеме, конечно, но тем не менее там это все присутствовало. Поэтому этот исторический экскурс очень полезен и, я думаю, еще раз плодотворен. убеждаюсь, что историю знать надо. Безусловно. А вот можете нам с Асланом привести какой-нибудь один пример, чтобы вдруг Аслан завтра захочет открыть свой бизнес, чтобы он опирался на уже много раз, на самом деле. Вот какой-то один пример показательный. Показательный успешного бизнеса? Да. Ой, их очень много. Рецепт, да? Я должен сказать, это вообще, мне кажется, Роман, наверное, тоже сейчас подключится ответить, но я хочу сказать, что у нас субъектов малого и среднего предпринимательства в республике
17 тысяч с половиной. Это за 23 год. Мы приросли за 23 год почти на 10%. То есть сфера бизнеса развивается. Число занятых в малом и среднем предпринимательстве превышает 80 тысяч человек с ростом 24%. Это о чем-то говорит. И то, что бизнес и предпринимательство развиваются, люди находят свои ниши, советовать очень сложное и неблагодарное дело вот, заниматься тем или иным. Однозначно сейчас развивается сфера туризма. И все, что связано с обслуживанием туристов, это тоже в тренде, и это можно уверенно сказать, что в перспективе это направление будет развиваться. Ну, у меня несколько другой взгляд на ту же проблему. То есть я считаю, что, наверное, неправильно оценивать количеством предпринимателей, что у нас там хорошо заниматься бизнесом или плохо, что у нас там хорошо дело обстоит или не очень. На самом деле это вот как вот бассейн, в который втекает в одну трубу вода, в другую она вытекает. И мы, как правило, очень сильно поддерживаем тех, кто начинает, мы мотивируем их для того, чтобы начинающие начинали, но никто не занимается тем, чтобы посмотреть, что с этого бассейна вытекает, почему закрываются, почему успешные предприниматели или хотя бы те, кто поработал уже там несколько лет, то есть, как говорят правильно, за одного битого двух небитых дают. Я считаю, что правильно анализировать именно, чтобы те, кто попал в этот бассейн, чтобы они больше там находились и больше работали, то есть чтобы они не закрывались. То есть, а вот количество это показатель, но он, я считаю, такой вторичный уже в этом деле. А могли бы мы вспомнить сейчас какой-то исторический момент, исторический бизнес, который был успешным? Давайте вспомним известный ресторан у нас на Коцоево «Крой». Изначально, почему «Крой» назвали? Там была мельница, реальная мельница и водяная мельница, потом ее там преобразовывали и так далее. Это был бизнес, и вот в какой-то момент это здание находилось вот в таком состоянии. Предприниматели взяли, отремонтировали и создали замечательный там ресторанный комплекс. То есть вот из одного бизнеса как бы в другой перешли, и бизнес как бы это помещение, это пространство, оно все равно работает для людей. Да. И, кстати, у нас очень большая как бы богатая история в Осетии, и вот такая вот мечта или идея нашего регионального отделения во Всероссийскую Олимпиаду добавить вопросы, связанные с Осетией, потому что у нас были довольно успешные примеры, именно многие вещи, которые происходили здесь первый раз, там это и добыча там, керосин, который получили первый раз, там это трамваи, которые были запущены, это и добыча серебра, цинка, всего остального, то есть технологии, которые здесь были. То есть очень много есть, и целый пласт, вот мы еще с Зауром Обечем говорили, что целый пласт неисследованных вот этих вот информации вот есть, которую нужно донести там и нашим гражданам, и нашим предпринимателям, чтобы они видели, и, наверное, на всю страну. Нам не стыдно, наверное, все это показать. Мы полностью с этим согласны. И тогда сразу, если мы уже перешли опять к Олимпиаде, то хочется спросить, насколько нам известно, уже региональный этап Олимпиады прошел 14 марта. Сегодня. 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 Скажите, тогда, получается, еще и результатов нет? Нет, мы только сегодня как бы ребята написали, вот, кстати, наши участники тоже. Да, тогда хочется спросить, Илья, Марат, какие у вас ощущения от Олимпиады, как вам кажется, как все прошло? Давайте я начну. Давай. Эта Олимпиада нам показала многое чего. Одно дело знать историю, другое дело это конкретно его направление, именно историю предпринимательства. Мы готовились к нему, много готовились совместно с нашей кафедрой финансов, бухгалтерского учета и налогообложения. Нас преподаватели готовили к Олимпиаде, мы усердно работали, занимались, писали эссе, готовились к этим вопросам, одним словом. Мне очень сильно понравилось такой формат проведения Олимпиады. Я хотел бы сделать акцент, что наподобие таких форматов Олимпиады нужно популяризировать среди всех студентов, среди молодежи, потому что многие, к сожалению, забывают многое чего, а всем нам известно, без знания истории у нас нет будущего.
Надо акцентировать на этом особое внимание. Не раз об этом тоже также говорил президент страны, то, что это основное, это чтобы государство развивалось, шло семимильными шагами вперед, нужно две вещи. Это развитая экономика и это знание непосредственно истории страны. Вот, к примеру, я хочу привести то, что я недавно написал статью «Бюджет развития» про свой район, Иравский район, совместно со своим деканом факультета экономики и управления. И я там писал, аргументировал, чтобы район развивался, шел вперед, нужно многое чего. Но первое, то, что нужно сделать, это поддерживать предпринимателей, малый и средний бизнес. Это особое внимание, поэтому говорю. Илья, а у вас тогда какие впечатления остались? Ну, у меня остались очень положительные впечатления. Мне Олимпиада очень понравилась. В ней было много интересных вопросов. Сложные, конечно, в некоторых случаях, но довольно интересные. Также мне понравилось, что там были вопросы, связанные и с железнодорожной промышленностью в России, и с другими предприятиями в России. Вот. И в целом я бы сказал, что Олимпиада хорошая, и посоветовал бы ее пройти в следующем году всем остальным студентам. А насколько сложно было готовиться? Насколько это вообще было сложно? Какую литературу читали? Да, были ли это какие-то книги? Может быть, вы также смотрели фильмы и опирались еще и на них? Это фильмы, к ним можем отнести фильм Романова и Рюриковича. Это довольно такой документальный фильм, где капитально говорится обо всех событиях истории в России. Это также сборники, это литература по истории, всеобщей истории. По нему мы готовились, и вот по документальному фильму, который мы ранее просмотрели. Тогда у меня еще один вопрос. Наверное, и вам, Заура Губеевич, и Роман Витальевич, вам тоже. Вот говоря об истории капитализма в стране, в СССР капиталистические отношения были не в чести. И наверняка и вас в вузах также учили. Однако сейчас предпринимательство и рыночные отношения – это ключевые звенья успешной экономики. Как вы для себя определяете, предпринимательство – это зло, или все же в этом надо искать счастливое будущее? Это такой вы пласт вопросов затронули, что это требует многочасового. Конкретно для вас? Да, конкретно для меня. Я считаю, что советский период дал очень много для развития страны и показал просто феноменальные результаты, особенно в период индустриализации страны. Что касается современного времени, естественно, предпринимательство является основой развития экономики сегодня. И крупное предпринимательство, крупный бизнес и малый бизнес, я поддерживаю его развитие, но считаю, что надо больше уделять внимание поддержке бизнеса. Прежде всего, льготное финансирование, прозрачные правила, отсутствие давления и так далее. Мы стараемся своей деятельностью вместе с Романом параллельно этим заниматься, помогать бизнесу. Я сам занимаюсь бизнесом и занимался, в промежутке, когда занимался госслужбой, естественно, оставлял этот бизнес, но с 90-х годов сначала и производственные предприятия были, и торговые, и другие. То есть я всецело поддерживаю предпринимательство, и сегодняшнее мое положение, оно напрямую связано с поддержкой бизнеса, с поддержкой предпринимательства. Мне интересно, вы насколько уже вы настроены прям стать серьезными такими предпринимателями, или у вас есть это вообще в планах? По крайней мере, у меня есть, да. Я планирую уже после того, как отучусь, возможно, пройду еще какую-то работу, чтобы опыт получить, и потом уже думаю, открывать свое дело. Отлично. Мне просто очень интересно, и хотелось бы спросить, а в каких сферах, если вы уже плюс-минус знаете, то есть это будет ресторанное дело или, может быть, что-то другое? Про рестораны я пока не знаю, но мне нравится сфера новаторства именно. Я бы хотел что-то такое, чего у нас не было в республике. Инновационное. Да. А у вас?
Ну, бизнес — это очень серьезное дело. И, ну, я планирую тоже заниматься, но пока нужно поучиться, еще опыта получить хорошего, практического, чтобы, знаете, не совершать таких ошибок, которые меня впоследствии приведут к тому, что я обанкротюсь и тому подобное. Это для бизнесмена, предпринимателя это такая печальная история. Ну, безусловно, да. Безусловно. И знаете, Роман Витальевич, вас хочется спросить, сегодня Всемирный день поэзии, и мы сегодня хотим у вас спросить, какие книги вы бы посоветовали и нам, и всем тем людям, которые нас смотрят и хотят стать бизнесменами? Вот топ-3 могли бы вы нам назвать? Ну, это, наверное, нужно начать там с Кийосаки, то есть это его там целая серия книг у него есть. Там «Богатый папа», «Бедный папа», потом «Первый богач в Вавилоне». Там. Ну, я думаю, что сейчас очень сильно развивается искусственный интеллект, и первое, для чего его используют, это рекомендательные системы. Можно задать вопрос даже в поисковике, что вы хотите, и фактически вам, кстати, вот те же сервисы искусственного интеллекта, они вам могут составить целую программу. То есть, что вам читать, как развиваться и какие знания вам нужно приобрести для того, чтобы вы в той или в иной сфере смогли добиться успехов. Так что вот. Марат, Илья, скажите, вы пользуетесь такими сервисами, как это у вас, возможно, как нейросеть вам помогает? Ну, да, частично пользуюсь, но больше, конечно, литературы. Вот, особенно мне нравится вот литература Наполеона Хилла «Думай и богачей». Да. Очень интересная такая мотивирующая книга. Вот Роберт Кийосаки тоже «Богатый папа, бедный папа». Вот люблю такую литературу больше. А вы? Ну, лично я тоже все эти книги изучал. Также еще мне нравятся биографии вот известных людей. Изучал вот биографию Генри Форда, но и не исключаю ChatGPT, тоже им пользуюсь. Вот. То есть нейросеть вам тоже помогает. Да. И знаете, вот у вас, как у молодежи, хочется спросить, наверняка вы видите своих однокурсников, одногруппников, как вам кажется, вообще молодежь в Осетии, она насколько у нас инициативна и подкована в этом плане, чтобы стать бизнесменами и предпринимателями? Знаете, вот она... Я бы даже так сказал, очень даже инициативно. Просто многие, наверное, плохо подготовлены к этому. У некоторых нет, как сказать, поддержки, наверное, нет. У некоторых другие стесняются чего-то. Вот такие вот комплексы. А так у нас молодежь очень инициативная, очень творческая молодежь, креативная. Это я как студент 3-го курса говорю, университет. Ну а как вам кажется, вот через какое-то время сможем ли мы сказать, что да, Владикавказ или Осетия, она станет столицей бизнеса на Кавказе хотя бы? Почему бы и нет? Можно. Все возможно. Все возможно. Правило 3Н. Нет ничего невозможного. Безусловно. Да, мы надеемся, на самом деле, что бизнес, он будет процветать, и что наши участники, они покажут достойные результаты. Да, и, безусловно, мы желаем вам удачи. Спасибо. Кстати, вот есть и гранты, и проекты, которые поддерживают молодежь. Очень много серий грантов, реализуемых Росмолодежью. Да. И вот такие инициативные студенты, они могут реализовывать свои идеи, гранты, проекты, потому что государство поддерживает денежные, и тем самым многие реализуют свои идеи, так сказать. Я тоже так реализую. То есть идти в бизнес сейчас стоит и учиться на предпринимателей тоже. Да. Главное то, чтобы база была какая-то креативная, а государство уже далее поддерживает. Спасибо за это Росмолодежи. Мы вам желаем удачи и спасибо вам, что пришли к нам сегодня. Спасибо. А сейчас короткая реклама на телеканале «Осетия Руштон». Не переключайтесь. Увидеть Париж и вдохновиться на целую серию художественных работ. Эту гипотезу в очередной раз доказали художники из Ставрополя. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошла международная выставка, где были представлены их работы. Стоит отметить, что Ставропольский край стал единственным регионом России на этом мероприятии. Также работы ставропольских художников уже демонстрировались на выставках в Мексике, Греции и Объединенных
Арабских Эмиратах. Чего же более? Обсудим с экспертом. С нами на связи Ирина Алексеевна Бондарь, почетный член Российской академии художеств, почетный член ЮНЕСКО, лауреат премии мира ГУЗи. Ирина Алексеевна, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Очень рада вас слышать, видеть. Ну, скажите, все-таки, вот как ставропольские художники смогли выйти на такой уровень, на международный уровень выставки художественных работ? Ну, такие достижения, конечно, надо отметить, конечно, связаны непосредственно с моей деятельностью. Так как я являюсь почетным членом Российской академии художеств, конечно же, я общаюсь со всеми нашими прекрасными художниками. На протяжении нескольких лет я занималась продвижением наших русских художников за рубежом. Но вот этот период пандемии и других событий, конечно, немножечко мир стал к нам настороженно. Мне тем более приятно, что именно ко мне обратились очень многие страны. И по моей деятельности, когда я проводила большие международные фестивали, привлекая художников абсолютно всех стран. В моих проектах участвовали более 120 стран. И буквально в прошлом году мне был звонок из штаб-квартиры ЮНЕСКО с приглашением о совместном сотрудничестве. Конечно, я спросила, а как мы можем показать нашу культуру максимально на весь мир? И в прошлом году к Всемирному дню искусств, который ровно вот год назад, 15 апреля, отмечается во всем мире, мы тоже выставили наших художников и даже работы нашей Михаила Юрьевича Лермонтова. Мне было вдвойне приятно, что запрещали наших Чайковского, а мы могли в штаб-квартире ЮНЕСКО выставить наших художников. В этом году нам тоже дали несколько мест. И, конечно же, я, как жительница Ставропольского края, как житель Северного Кавказа, конечно, люблю и продвигаю наших художников. И работы эти прошли большой международный отбор, прежде чем попасть на выставку. Ирина Алексеевна, смотри, и Франция, и Америка, и Англия в комиссии были, и наши работы практически все были представлены на данной выставке. Она была приурочена к 8 марта, Международному женскому дню. Замечательно. Ирина Алексеевна, ну раз уже вот вы сказали про отбор работ, то хочется спросить, как это происходило вообще, то есть кто их отсматривал и как долго принимали решения? Да, вот этот весь процесс. Да, этот процесс, конечно, очень интересный и всегда трогательный и волнительный, потому что мы несем ответственность, какие мы работы выставляем, потому что их увидит весь мир. И по крайней мере, представители в штаб-квартире ЮНЕСКО практически всех стран. И мною были предложены, конечно, работы и наша прекрасная природа, живопись. Если мы будем говорить о наших художниках, которые представили, это все члены Творческого союза художников России и Юга России. Но есть и одна работа, которая из Карачаево-Черкесской республики. Елена Чичаева представила. Все работы, которые были, они в основном, ну вот здесь сирень, но... Конечно же, горы, наши прекрасные горы, магия наших гор. И, конечно, это не могло не вдохновлять наших художников и не покорить жюри, потому что вот как раз-таки водопады, наш Эльбрус, Пиштау прекрасный. И вы знаете, самое интересное, что они не только выставлены, они оставлены для дальнейшей экспозиции, также в штаб-квартире ЮНЕСКО. Это наша победа, это победа не только ставропольских художников, это победа России. Мы выполняем как раз тот наказ нашего президента о максимальном продвижении нашей культуры, наших традиций за рубежом. Все, кто хотят интересоваться, мы открыты абсолютно для всех.
Но здесь, конечно, работы в самом сердце, в культурном центре, да, вообще культурной жизни мира, ну, наверное, это все-таки огромное достижение и большая для нас радость и победа. Да, это однозначно огромное достижение, и мы, безусловно, с Кариной очень сильно за вас рады. И я, знаете, своим художественным взглядом заметил, что, ну, как я понял, художников не ограничили в выборе материалов, да? Там, я заметил, есть картины и маслом, и акварелью, да? Правильно? Вы правильно заметили, потому что свободный был выбор. Подход был такой, что от души шло художника. Это могла быть любая техника, не было какой-то тематической. До этого был, например, образ женщины. Сейчас абсолютно свободная тема. А главное, что оно шло от души. Но женщина, она же сама многогранна. Она как и горы, она как и ветерок, как и птички, как и солнышко, и цветы. Она многолика. И эти работы, все равно это магия и отражение, и огромный подарок всем женщинам как раз-таки вот в такой день. И представлен именно от имени женщин и для женщин. И эти работы, они восхитительные, великолепные. Ирина Алексеевна, а скажите, вот можем ли мы говорить, что участие в этой выставке дает ставропольским художникам, вам преимущество в дальнейшей карьере? Конечно, любой художник, мы тоже отчитываемся. Вы понимаете, что это не обычный региональный, хотя иной раз региональные конкурсы тоже очень высокого уровня. Мы понимаем эту ответственность и, подходя и рекомендуя художникам, понимаем, что это, конечно, дальнейшее. Все-таки это очень престижно. Вот такие участия в таких международных выставках дает шансы вступить и в творческие, кто не был, да, и в творческие союзы. Это их как портфолио, и дальнейшие и рекомендации в дальнейшие академии. Это очень высокий уровень. Поэтому я думаю, что наши художники и достойно и будут и членами, корреспондентами Российской академии художеств и дальше. После наших выставок у меня очень приятная новость. Меня пригласили в культурную дипломатию при штаб-квартире ЮНЕСКО. И у меня есть возможность еще больше продвигать нашу культуру. Я приглашаю их художников, самых замечательных художников, которые я знаю и в Северной Осетии, и Шалва Бедоев, и многие, Олег Басаев, с которыми сотрудничают, очень много, которые я сейчас готовлю выставку, тоже к Всемирному дню искусств, и в Лувре, и также в штаб-квартире ЮНЕСКО. Я очень хочу, чтобы наша Россия была представлена на самом высоком уровне. Да, мы, безусловно, все этого очень хотим. И надеемся. Да, надеемся на это. Вот скажите, какие советы и рекомендации могут дать ставропольские художники для новичков, которые тоже желают вот, достичь такого уровня, потому что на самом деле у нас очень много талантливых художников. Аслан, не скромничай, вот ты сидишь. Да, я признаюсь вам, я тоже художник по образованию. Вот, я закончил художественное училище имени Азанбека Джанаева. Да, я декоративно-прикладное искусство. И хочется услышать от вас советы Аслану и всем, кто увлекается этим творчеством. Я вот как раз, спасибо за вопрос, как раз хочу отметить, вот в этой выставке есть и две студенческие работы. Это Пятигорского института, филиала Северо-Кавказского федерального университета, и Ставропольского педагогического института. Мы всегда говорим, художник, он не должен останавливаться, он должен рисовать, он должен получать вдохновение. У нас, мне кажется, сама природа, все окружение дает столько энергии, столько, знаете, вот восхищения, творческих поисков. И, наверное, грех художнику не работать, только работа. И не бояться выставляться, не бояться. Когда ты выставляешься на выставке,
ты понимаешь внутри, что сейчас тоже будет просмотр. Это тоже своего рода экзамены, их нужно проходить. И мне очень приятно, я с удовольствием и ваши работы я приглашаю выставиться. И все, пожалуйста, я открыта для диалога, показывайте свои работы, и я буду их открывать всему миру. Мне кажется, не только профессионалы уже высокого уровня. У нас самая талантливая молодежь. Это доказывают их работы, которые каждый раз с ними встречаюсь и отмечаю такую изюминку, новое веяние. Они и сочетают и традиционную технику, и что-то свое привносят. И это очень... Вот одна из работ, тоже «Дождь в Париже», вот, которая была выбрана, это тоже студенткой. Наверное, ее мечты побывать в Париже, вот такую вот работу. Но я думаю, что все мечты сбываются, и нам нужно ехать туда и лично быть, и открывать эту выставку. Ирина Алексеевна, а вот скажите, сегодня Всемирный день поэзии, и мы спрашиваем у наших гостей, какие книги они бы рекомендовали. У вас хочется попросить ваш топ-5 или топ-3 книги для того, чтобы лучше понимать изобразительное искусство. Чтобы лучше изобразительное искусство. Понимать, Вы знаете, я, может быть, сейчас удивлюсь, сегодня День поэзии, но я всегда художникам рекомендую читать философию и цитаты, и мудрости великих философов, потому что искусство — это философия жизни. Конечно, стихи, но для меня стихи, конечно, Гамзатова, и я в них тоже очень много черпаю. Вы знаете, он настолько и Кавказ. Я люблю стихи народной, сейчас уже народной поэтессы Карачаева-Черкесии Ирины Узденовой, где и о любви, и о природе, и о подвигах. Но художник должен, еще раз говорю, обязательно философия. Внутри философия. Каждая работа — это его, это прожитая внутри жизнь, это его впечатление. И вот тогда, что у него внутри, он... И стихи, конечно, потому что, мне кажется, это такая гармония, когда стихи, да, когда это все у тебя трансформируется, его философия, и тогда прекрасная работа. Ирина Алексеевна, мы с вами абсолютно солидарны, что и поэзия, и музыка вместе с искусством, так же, как и философия, идут по одной дороге. И мы вам благодарны от всей души за то, что вы присоединились к нам, поделились своими впечатлениями. Мы очень сильно за вас рады. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. И вам всем слушателям. Обязательно не бойтесь, работайте. Не бойтесь выставлять свои работы. Иной раз мы замыкаемся в себе, но мир открыт. И всегда мы можем узнать, какие же шедевры. Поэтому вдохновляйтесь и радуйте нас своими произведениями. И вам спасибо огромное за приглашение. Спасибо вам. А сейчас реклама на телеканале «Осетия и Руштон». Оставайтесь с нами. Карина, я тут недавно прочитал, что Финляндию признали самой счастливой страной мира в 7-й раз подряд. Ого. В топ самых счастливых вошли также Дания и Исландия. Россия лишь на 72-м месте. Самыми несчастными признаны Афганистан, далекий горный дикий край и Ливан. Они заняли 137 и 136 места соответственно. Значит, ливанцы и афганцы остались без праздничных сувениров. Вчера же состоялся Международный день счастья. А я, знаешь, счастлив тебе рассказать новость. Популярность онлайн-кинотеатров в России растет. По итогам 2023 года общий интернет-трафик видеосервисов вырос почти на четверть в сравнении с 2022 годом. Видимо, это из-за слова пацана. Ты тоже тертый клатч? Тертый калач, ты хотела сказать? Да. Что? Ну ладно, как, Аслан, опустим. что? Также в Осетии жители Северной Осетии чаще стали смотреть фильмы и сериалы. И трафик видеосервиса вырос за год на 18%. Здесь фильмы и сериалы онлайн охотнее смотрят мужчины 25-35 лет. Аслан, признавайся, сколько сериалов ты смотришь в месяц? Ну, максимум 1.
Вот через 3 года начну больше смотреть. Когда тебе 25 лет исполнится. Да. И тогда еще добавлю немного цифр. Выручка онлайн-кинотеатра в России в 2023 году выросла на 45%, это до 80 миллиардов рублей. А в 2022 году она составляла 55,8 миллиардов рублей. Это очень интересно, потому что в таком случае можно ли сказать и предположить, что традиционный поход в кинотеатр в будущем будет уже не так актуален? Ну, возможно, не знаю. Но я хожу в кинотеатр, в исключительных случаях. А ты? Я хожу, если только мне нечем заняться, или мне очень сильно хочется посмотреть конкретный фильм, потому что он полон спецэффектами, которые на маленьком экране сложно или иногда невозможно разглядеть. Знаешь, что-то у нас сегодня как-то много вопросов. Я предлагаю спросить и узнать это все у экспертов. Да, у нас в студии Ангелина Битарова, режиссер и сценарист, и с нами на связи Чермен Хадиков, продюсер, шоураннер, сценарист, генеральный продюсер компании «Аватар Синема». Ангелина, добрый вечер. Добрый вечер. Вот первое, с чего хочется начать, это спросить за последние несколько лет отношение к кинематографу и в целом к выбору платформы для просмотра фильмов, оно меняется. Скажите, на ваш взгляд, насколько сейчас популярно ходить в кинотеатры вообще? Вы меня, во-первых, в эксперты записали такие глобальные вопросы мне задаете. Я не знаю, мне кажется, в кинотеатры не перестанут ходить, потому что все равно кинотеатр — это особая атмосфера, это особый, наверное, даже запах. И то, как ты фильм в кинотеатре посмотришь, ты на онлайн-платформе таких впечатлений, мне кажется, не получишь. Неважно, это будут спецэффекты, либо это будет какая-то драма, звук, атмосфера, сам выход, наверное. Вот. И онлайн-платформа, конечно, это удобно, потому что когда ты в потоке дней не успеваешь сходить в кинотеатр, то ты можешь сделать это дома. Вот с нами Чермен на связи. Чермен, вас хочется спросить, какое у вас мнение относительно традиционных кинотеатров, когда надо пойти в конкретное место и посмотреть фильм там? Добрый вечер. Добрый вечер. Как правильно сказала Ангелина, и ходить в кино — это модно, это было всегда модно, это модно сейчас, и это наверняка будет модно потом, потому что действительно есть целая категория людей, которые смотрят кино исключительно в кинотеатрах, им это так нравится. Они любят большой экран, они любят смотреть новинки сразу, а не там через 2 месяца на платформах. Плюс, по статистике, 60% людей принимают решение, какой фильм посмотреть в кинотеатре, непосредственно придя в кинотеатр, и уже на месте принимают решение. Это говорит о том, что поход в кинотеатр для многих, как всегда, является неким культурно-массовым мероприятием. И люди приходят в кинотеатр с группой, с друзьями, парами, семьями. И для них это такой вид досуга, такой вид отдыха. И это не поменяется. Это будет, и будет в будущем наверняка. Другое дело, что эта категория людей, она не такая, возможно, значительная. Ее рост этой категории не сильно развивается, в отличие от зрителей на платформах. Но тем не менее кинотеатры живут, кинотеатры оживают. Вот мировой кинотеатральный бизнес, он растет почти 25% в год. И это колоссальная сумма, исходя из того, что еще несколько лет назад в пандемию на кинотеатрах поставили крест. Многие аналитики были уверены, что кинотеатральный бизнес, он закроется, потому что это очень дорогой бизнес, содержать технологические залы, развивать эти залы без зрителя за 2 года пандемии. Все были абсолютно уверены, что кинотеатры не выживут. Тем не менее, они выжили и очень прекрасно себя чувствуют в мировом масштабе. То есть, опираясь и на ваше мнение, Ангелина, и на ваше, мы можем сказать, что кинотеатры, онлайн-кинотеатры вовсе не станут конкурентами для традиционных кинотеатров. Самый вопрос? Да, Чермен лучше ответит, потому что продюсер, он больше Давайте, Чермен. Смотрите, в любом случае конкуренция есть между платформами и кинотеатрами, да, потому что
платформы очень хорошо развиваются. Развиваются в первую очередь благодаря технологиям, потому что смарт-телевизоры перестали быть роскошью и редкостью. Количество смарт-телевизоров в мире растет больше 30% в год. То есть они стали не столь дорогими и доступными для любой категории людей. И если даже нет смарт-функций, огромное количество приставок, благодаря которым любой телевизор становится смарт-телевизором, который можно установить в онлайн-кинотеатры. Это первое. Второе. Онлайн-кинотеатры имеют преимущество наличия интернета по всему миру. То есть интернет-технологии тоже развиваются сейчас в любом уголке мира, в любой деревне, в горах, не в горах. Где угодно уже есть интернет, в самолетах. И люди могут смотреть свои любимые фильмы, проезжая в метро, в автобусе, находясь в самолете, находясь далеко в деревне, просто через GSM интернет подключить в планшет или в телефон и посмотреть либо потоковое видео, либо отложенное видео, посмотреть свой любимый сериал или фильм. В этом плане платформы цифровые, они немного на шаг впереди, потому что они есть развитие диджитал-технологий. Плюс пандемийные годы были жирными для заработка платформ, потому что все сидели 2 года дома и были вынуждены смотреть свои любимые фильмы, сериалы и получать любую информацию через телевизор, через цифровую онлайн-кинотеатральную платформу. И этот толчок дал развитие цифровым домашним кинотеатрам, онлайн-платформам. Их стало огромное множество, большое многообразие, у них появились огромные деньги, они могут запросто сами снимать любой продукт по бюджету, уже побиты уже все рекорды платформами по количеству бюджетов, которые они вкладывают в фильмы. При этом, как мы уже ранее сказали, что у кинотеатров остается своя ниша такого культурного отдыха, который не дает домашний кинотеатр. Они являются конкурентами, но при этом у каждого есть свой путь, они развиваются почти параллельно, но иногда заходят на территорию друг друга. В связи с тем, что международный кинотеатральный прокат он растет в финансовом плане, многие телевизионные киноплатформы заходят на эту территорию. То есть они снимают полнометражные фильмы для своей платформы и параллельно выпускают их в прокат, чтобы еще дополнительно монетизировать свои фильмы, прекрасно понимая, что это дополнительные и очень большие деньги в мировом кинотеатральном прокате. Ангелина, ну тогда мне у вас хочется спросить, как у режиссера, вам куда выгоднее отдавать свои фильмы, в традиционные кинотеатры или онлайн? Ну, это определенный путь. То есть изначально фильм, когда выпускается, либо он проходит какую-то кинофестивальную историю, либо параллельно кинофестивальную историю и выпуск в кинотеатры. Сначала в кинотеатры обычные, куда могут люди прийти посмотреть, а потом уже фильм идет на платформу. Но если это не сериал, если это полнометражный фильм или документальный фильм. Да. А у вас никогда не было мысли отдать свою работу на телевидение? На телевидение? Да. Всегда я это делаю, но тут нужно продумать чисто продюсерски, как лучше сделать, потому что некоторые кинофестивали не допускают фильм на свое пространство, если он был, допустим, уже на телевидении, либо если он уже пошел в прокат. Ну, там нюансы, да, свои. А так, конечно, всегда на телевидении. То есть это до... Если это после делается. После того, как он пройдет в кинотеатрах, после того, как он пройдет по кинофестивалям или там попадет на платформу, параллельно можно запускать. Тут вот очень важный момент, который вы уже упомянули, и я думаю, Аслан продолжит. Да, ну вот мы сейчас говорили все это время об кинотеатрах, потом об онлайн-кинотеатрах. Это все еще... то, за что надо платить. Да, но тут еще встает вопрос об пиратстве. Ведь ни для кого не секрет, что есть множество способов посмотреть фильм бесплатно. Вот скажите, как вам кажется, чревато ли это какими-то последствиями вообще? Ну, а должно ли... Конечно же... За нелегальную, знаете, публикацию контента то есть с точки зрения, допустим,
того, что, смотря какой фильм. Естественно, если это какая-то коммерческая история, то если фильм не соберет там прокат, и он не сможет окупиться, то, допустим, у кого-то не будет возможности далее развиваться в кинематографе. Понятное дело, что продакшены все разные, кто-то прогорает, кто-то собирает большие кассы, и им все равно, там, посмотрело их столько-то человек или там слили в интернет. Но, как правило, естественно, пиратство, это все сказывается на том, что фильм не окупился, и дальнейшие возможности будут минимальны. А с точки зрения, если это какой-то фильм, который полезен обществу, и он куда-то сольется, и его посмотрит как можно больше людей, то, конечно же, наверное, да. Но это больше, наверное, мне кажется, такое идейное, любительское. Ну вот, а что тогда для вас важнее все-таки, чтобы фильм посмотрели зрители, чтобы он понравился зрителям, пускай даже путем такого способа, как пиратство, или все-таки важно заработать на фильме? Ну вот я же говорю, если важно фильму заработать, чтобы дальше развиваться, естественно, конечно, бывает жалко очень режиссера, там, команду, что фильм слили, и он не окупился. Тут, как бы, к сожалению, это же уже профессия, это производство, и здесь уже нет возможности рассуждать о том, что важно для тебя, посмотрел ли фильм, там, общество. Конечно, когда фильм уже прошел какую-то прокатную историю, и пусть он разлетается на все платформы бесплатно уже дальше, там, в смысле, на все паблики, там, на сайты разные, пусть люди смотрят. Но, как правило, там и качество хромает, допустим. Ну, то есть тут такое палка в двух концах, как бы, да, нюансов очень много. И сказать, что вот мне бы хотелось только, чтобы мой фильм там распространился, как бы это будет, наверное, каким-то лицемерием, возможно. Ну, вот тут понять вот эти нюансы, которые существуют как для режиссера, так и для команды. И чем больше я в это погружаюсь, тем больше я понимаю, почему там, допустим, плохо, да, чем опасно пиратство для производителей. Тут надо понимать. И найти эту золотую середину. Ну да, с пониманием. Чурмен, а у вас какое мнение относительно этого? Ну, давайте начнем с того, что защита авторского права у нас зафиксирована в законодательстве. И любое пиратство – это уголовно наказуемое дело. Поэтому пиратство незаконно, нелегально. Пиратство отбирает огромное количество заработка у нашей индустрии. И я не могу сейчас процентов сказать, но если бы вопрос пиратства был решен, наша киноиндустрия развивалась бы гораздо лучше и быстрее. Мы, к сожалению, приучены к пиратству еще с начала 90-х годов, когда на наш постсоветский рынок хлынуло огромное количество контента европейского, голливудского, и мы все это смотрели на VHS-кассетах, потом на DVD, потом на других форматах. И для нас это был такой бесплатный доступ ко всему, что мы хотели. И мы даже не задумывались над тем, что мы на самом деле совершаем некое микропреступление. Например, в Германии за нелегальный просмотр контента в интернете существуют огромные штрафы. Там, за один просмотр, за одно скачивание, если не ошибаюсь, может там 900 евро получить штраф. И в связи с этим там практически все смотрят контент на легальных платформах, и благодаря этому у них очень хорошо развиваются платформы. Мы сегодня живем в определенной ситуации, когда у нас нет доступа из-за санкций к большим мировым новинкам, и в связи с этим так очень хорошо у нас развилось онлайн-пиратство. То есть у нас огромное количество онлайн-пиратских платформ, которые настолько хорошо зарабатывают на воровском, на украденном контенте, что они могут мгновенно в течение 2 часов профессионально озвучить украденный контент. У них появляется контент в высоком качестве. То есть это уже не какие-то ребята, которые у себя на кухне сидят. Это профессиональные бизнесмены, которые зарабатывают, возможно, даже больше, чем российские продюсеры на своих же проектах. Вот здесь как бы сложный вопрос. Да, можем ли мы осуждать сегодня нашего зрителя за то, что они смотрят пиратский иностранный контент? Или не можем?
Потому что не зритель виноват в том, что мы лишены этого контента. Но, с другой стороны, я бы настойчиво рекомендовал не красть отечественный контент пиратов, отечественных производителей, потому что это наносит колоссальный ущерб и стагнирует наш кинобизнес, киноиндустрию. Знаете, у нас мы решили подготовить один очень интересный опрос. Давайте посмотрим, и после мы с вами обсудим. Наверное, онлайн кинотеатр. Так удобнее. Ну, чаще всего дома, в онлайн-кинотеатрах. Времени не хватает ходить в кинотеатр, хотя в кинотеатры тоже довольно часто ходим, но в основном на детские фильмы. В кинотеатрах больше всего люблю смотреть, потому что там удобно и комфортно. Большой экран и приятный звук. Всегда по-разному. Чаще всего, наверное, дома онлайн, онлайн-кинотеатры, скорее всего. Потому что нет возможности с детьми маленькими выйти. В кинотеатре, наверное. Потому что интересно, большой экран, качество. Мы ходим в кинотеатр, потому что нам там больше нравится. Пиратскими сайтами мы вообще не пользуемся, да, Лан? Ну, как мы видим, по результатам данного опроса никто на пиратских сайтах не смотрит. Можем ли мы в это поверить? Ангелина, как вы считаете? Ну, наверняка зрители просто говорят онлайн, они имеют в виду любой онлайн, не вдумываясь. Да, не то, что прямо вот у кого-то конкретная платформа, подписка, честно, не признаются. Для обычного зрителя онлайн — это все, что в интернете. Скорее всего, они не задумываются абсолютно. Ну, многие вот спрашивают: о, мультик уже вышел, там, новый мультик, он уже вышел там на таком-то сайте. Они же не задумываются о том, что он еще в кинотеатрах не прошел, и это сейчас нанесет какой-то ущерб там производству. Естественно, все говорят онлайн, они имеют в виду в интернете. Вот. Я, если честно, согласен с опрошенными, потому что вот банально не хватает времени. Проще включить уже как бы дома, спокойно. Результаты были разные. Все отвечали и онлайн, и в кинотеатре. Там мнения абсолютно расходятся. Ну, мне кажется, еще, да, действительно, пандемия нас немножко приучила, да, к тому, что многие вещи можно делать дома онлайн. То есть многие спортом не занимаются уже, там могут не идти в спортзал, а заниматься дома с помощью тех же онлайн каких-то платформ или каналов, да. Но это от человека зависит. Мне кажется, те, кто любил в кинотеатр ходить, они будут ходить, даже там, в селе они будут жить или в мегаполисе. Это особый, действительно, вид отдыха, это особая атмосфера, это особое впечатление, потому что тот фильм, который ты посмотришь в кинотеатре, он по-другому запомнится, нежели ты его дома посмотришь. Безусловно. Да, Чермен, у меня к вам вопрос такой, как к сценаристу, как к продюсеру. Скажите, пожалуйста, должен ли фильм нести высокий смысл, заставлять зрителя думать, ассоциировать себя с героями? Ну, это обязательное условие любого искусства. Неважно, кинематограф — это изобразительное искусство, все что угодно. Искусство создано для того, чтобы нести именно, заставлять людей думать, развиваться, быть лучше, задумываться, менять к лучшему, пропускать через себя эмоции. Это основная задача всех видов искусства. Скажите, вот сегодня праздник, сегодня Всемирный день поэзии, и мы у всех спрашивали про их любимые книги, да. Но у вас хочется спросить про те фильмы, которые вы посмотрели за последнее время, но все-таки составить такой топ, может быть, 3 любимых. Ангелина, может... За последнее время или своих любимых вообще? Нет, вот, допустим, за последние полгода, год, может быть. Ну, вот я называла и в прошлый раз, это «Убийца цветочной луны». Ну, я не могу сказать, что это прям... Любимый, просто понравившийся. Мой любимый... Ну, это Мартин Скорсезе, мой любимый фильм — это «Остров проклятых». Ну, то есть я люблю все, что делает Мартин Скорсезе. Ну, наверное, сериалы какие-то. Я люблю детективные сериалы. У меня
плохая память на название. Ну, то есть я очень много смотрю, постоянно если по жанрам? То есть вы сказали, вот я люблю детективы и психологические триллеры. Ну, триллеры — это не ужастики и хорроры, как многие воспринимают. Психологический триллер — это любая хорошая драма с психологическим каким-то необычным, может быть, концом, или взаимоотношения какие-то там необычные. То есть, ну, что-то такое вот люблю. «Настоящий детектив» вот посмотрела, 3-й сезон. Или 4-й, какой-то новый, последний. Вот, мне понравился. Вот такое я люблю. Чермен, а у вас хочется спросить ваш топ фильмов? Ой, мне, знаете, сложно говорить про топ, потому что я по роду своей профессии отсматриваю практически все. Я должен знать, чем дышит сегодняшняя индустрия, как она меняется, на что реагирует зритель. Хочу сказать, что очень много хорошего контента. Это Ангелина упомянула и Мартин Скорсезе новый фильм, и Оппенгеймер, вполне себе прекрасное кино, и мейнстримовское кино «Дюна», замечательное массовое кино, и очень качественные сериалы. Как бы мы уже привыкли, что есть отличные, замечательные сериалы мировые, а сейчас как бы Россия, она снимает достаточно на хорошем уровне проект. И там и ГДР недавний сериал, и «Слово пацана», который стал абсолютным хитом, нашел абсолютно своего зрителя. Мы не будем касаться каких-то там художественных ценностей и значимости, но это зрительское кино, и зритель проголосовал своим рублем, вот как говорится. То есть много-много хорошего, как бы, мне нравится все. Ну, Чермен, я записал несколько фильмов, которые вы посоветовали, и ваши тоже, Ангелина. Спасибо вам большое. Мы вас благодарим и надеемся, что российское кино, оно будет процветать и дальше. Спасибо вам большое. Спасибо. А сейчас... Спасибо. Короткая реклама на телеканале. Не переключайтесь. Карина, скажи, пожалуйста, какой твой любимый вид спорта? Ой, Аслан, ну мне сложно ограничиться чем-то одним, но я люблю фигурное катание, тяжелую атлетику, также я слежу за биатлоном, но все-таки, Аслан, к чему-то это? А ты вот представь, если бы был спорт, который бы вобрал в себя все твое самое любимое. То есть вот спортсмены на коньках выполняют хореографический элемент, при этом тяжелым снарядом выбивают мишень. Вот как тебе? Ой, ну я не могу представить себе участников сборной, если честно. А что, ходят слухи о запуске какого-то нового вида спорта? Карина, даже если и да, то в нашей программе мы слухам не верим, только фактам. И вот тебе факт. Микс баскетбола и рестлинга для метких и сильных, и ловких. Рестбол – это новый вид спорта, который медленно, но верно собирает не только команду игроков, но и почитателей. Это что получается, Аслан? Надо не только кольцо защищать, но и самого игрока. Это какие группы мышц следует тренировать, чтобы взять кубок? Когда на Олимпиаду у меня уже очень много вопросов. Ты знаешь, все эти вопросы ты сможешь задать основоположникам этой новой игры. Вот, с нами сейчас на связи Алан Магомадов, президент и сооснователь International Restball League. И Алан, добрый вечер. Я так понимаю, Нас Алан. Слышно? Да. Да, слышу вас. Ага, добрый вечер. Скажите, почему смесь именно этих двух видов спорта? Нас вот это интересует в самую первую очередь. Ну, знаете, баскетбол очень такой классный спорт, зрелищный, красивый. Если в него красиво играют. В рестбол, получается. Ну и борьба. Борьба тоже в нашей стране, особенно этот спорт очень любят, ценится, и у нас очень сильные борцы, спортсмены. Они, тем более, очень часто играют на тренировках, называют это борцовским регби, регби просто, разминка, ну, в качестве разминки. Ну и мы решили, если объединить вместе эту разминку и баскетбол, дать ей правила, сделать это зрелищно, красиво на аренах.
получится что-то интересное, и у нас получилось. А скажите, пожалуйста, вот можем ли мы говорить о неком кавказском темпераменте вот, при создании игры? Что вы имеете в виду? Ну, как вам сказать? Вот смотрите, вы знаете, вот когда мы смотрели вот сейчас видео, я не знаю, было видно вам или нет, но мы смотрели и видим, что для обывателя, что это просто баскетболисты, которые подрались. Да, немного и тут непонятно. У нас, да. Нет, это не баскетболисты. Это ребята, все спортсмены, все борцы. Есть как кавказцы, так и не кавказцы из других регионов нашей страны, ребята, которые играют. Есть там целые команды татаров, например, русские ребята есть, ростовские. Так что по поводу темперамента, ну там все ребята горячие, потому что они спортсмены, борцы, и они такие легкие, я хочу сказать, что вот... завестись. Хочу сказать, что на самом деле ни для кого не секрет, что для успеха в баскетболе очень большую роль вообще играет рост. Для успеха в рестлинге рост, он не столь важен, как вот, например... В рестлинге или в рестлболе? Что? В рестлболе. Да, в рестлболе. Ну, нет, я имею в виду рестлинг. Там же важны крепкие руки, ноги, то есть определенные группы мышц. По сути, это практически ничего общего, это совсем разная категория спортсменов. Так что же это вообще за чудо такое, этот успешный игрок в рестлбол? Как я уже говорил, ребята, борцы, боксеры, дзюдоисты, они очень часто играют перед тем, как начнется тренировка, в качестве разминки. Играют с мячом. Да, играют, они при этом его подкидывают, закидывают в корзину. Подкидывают, борются, закидывают в корзину мяч и так далее. И то есть это спорт, так скажем, это не было никогда как бы спортом, соревнований, не было у этого правил никогда. И вот мы это все как-то, как сказать, совместили, все это вместе, придумали правила. У нас своя собственная линия разметок, игровая площадка, и они играют в рестлбол, получают удовольствие. Они в этом профессионалы, потому что они играют в это всю свою жизнь. Просто мы туда добавили еще какие-то фишки, то есть, например, перед каждой игрой есть, перед началом каждого периода у нас проходят схватки до балла по правилам борьбы. То есть тот, кто выигрывает эту схватку, начинает игру, то есть выигрывает владение мячом. Также мы туда добавили правила рестлера. Это тайный рестлер, который имеет возможность выпустить, так сказать, Джокера, снять футболку и сделать прием на соперника. Также мы понизили кольца, то есть пониженные кольца для того, чтобы борцы как можно зрелищнее забивали мяч в корзину. То есть, чтобы они делали данки, забивали сверху, чтобы это было красиво, и это нам очень важный сам элемент шоу. Без элемента шоу это было бы скучно. А скажите тогда, как вы вообще оцениваете популярность рестлбола среди зрителей в России и, возможно, даже за рубежом? Ну, знаете, мы провели, я вам скажу, что мы провели три таких крупных масштабных турнира, плюс мы сделали турнир по рестлболу 3x3 на одно кольцо. И за два года я вам скажу, что мы набрали очень большой такой коллектив, так скажем, подписчиков. У нас очень много фолловеров, фанатов, которые смотрят, и миллионы просмотров в соцсетях, как в России, так и во всем мире. Нас закидывают к себе, репостят в соцсети самые там медийные, популярные люди, личности, каналы, новостные паблики, пишут новостные статьи. Так что я считаю, что потенциал еще есть куда расти. И для начала, я думаю, что очень даже всех это заинтересовало и зацепило.
Скажите, пожалуйста, какова вообще реакция людей на первое шоу рестбола? Были ли удивлены вот этой высокой популярностью и интересом к этому виду спорта? Да, после первой игры, после самой первой игры на ВТБ-арене, тогда и пошел на самом деле весь этот ажиотаж, весь этот хайп, когда все мировые паблики начали выставлять к себе видео, как борцы играют, типа, что за баскетбол, это российский баскетбол, это выглядит как NBA 80-х годов и так далее. Так что после именно первой игры мы получили большое количество такого фидбэка, и мы довольны, решили не останавливаться, ехать дальше, газовать. Знаете, вот, Алан, мы перед тем, когда готовились к нашему интервью, мы посмотрели ваши социальные сети и почитали комментарии. И вот там в комментариях тоже есть вопросы, которые вам хочется задать. Вот спрашивают: братцы, подскажите, что это за авиалинии? Как вы отвечаете на такой вопрос, когда его задают? Один человек уже на это ответил. Он сказал, что это кураховские авиалинии. Это был Рамазан Алиев. Рамазан Алиев, игрок команды ЮРФ, один из лучших игроков, один из топов прям на сегодняшний день. Очень себя круто показывает, достойно. Если он кого-то схватит, то это точно он устроит авиалинии. Так что это просто Restball Airlines. Я бы так их назвал. Restball Airlines. Вот еще один комментарий, который нам со Сланом понравился. Когда ушел с борьбы, а борьба не ушла из тебя. Есть ли такое? Есть такое, да. Ну, это же Restball. И вот, знаете, есть еще такие комментарии, которые, возможно, логично, что их задают, потому что многие не понимают. И тут вот Слану хочу передать слово. Да, что есть все-таки какие-то у вас хейтеры, ну, их мало, но они вот жалуются. Да. Все, да. Ну, не то, что жалуются, возможно, они скорее не понимают. Их очень мало. Мало? Вот как вы себе, и даже не себе, а как вы им отвечаете? Вот, например, пишут: перепутал вид спорта, бывает. Ему отвечают сразу же в комментариях: не перепутал, в этом виде такие правила, один из врагов должен бороться. Но то, что нам показалось, нас удивило больше в следующем комментарии, что это неуважение к данному спорту и фанатам этого спорта. И так далее, и тому подобное. Не буду зачитывать. Какого спорта, интересно? О чем они? Я думаю, что подразумевается баскетбол, хотя тут непонятно, или борьба. То есть, получается, объединили два вида спорта. И вот как вы себе, в первую очередь, отвечаете на вопрос, почему людям... На самом деле, я вот, например, мы никак не отвечаем хейтерам, никак. Хейтеры есть, были, будут, всегда будут в чем-то искать в чем-то какую-то, до чего бы докопаться, затупиться. Но они есть, без них было бы скучно, конечно же. Но они, знаете, такие хейтеры, которые не прям хейтеры там, они как-то именно вот зацепить чем-то, что-то там. Но они все равно смотрят, им нравится, они любят, и они будут это смотреть. Потому что это игра смотрибельная, и это шоу, это зрелище, реально. На сегодняшний день я считаю, лично я, что зрелищней спорта нету. Его все равно будут смотреть. Больше всего эти хейтеры возмущаются по поводу вот этого вот броска рестлерского приема. Потому что они не понимают, почему он подбегает, снимает футболку. Мы еще нигде не публиковали официальные правила игры. Поэтому... Но я читал, что нету, это так называемый тайный рестлер, кажется, если я не ошибаюсь. Рестлер, да. Ну, смотрите, вот если наблюдать за ходом вашей игры, то я вижу, что там нету матов. То есть вот этот тайный рестлер, он бросает своего соперника, и, ну, все-таки это как-то вот травмоопасно. Нет, у нас есть маты. У нас специальное покрытие, которое мы подбирали, разрабатывали очень долго. Это мягкое покрытие,
это маты, и на него сверху стелится наш фирменный тент с нашей индивидуальной разметкой. То есть там наши линии, двухочковые, трехочковые, разделительные, центральный круг, чистые зоны. Так что там все мягко, нормально, не переживайте. Алан, скажите, вот это очень мне интересно, кто лучший игрок в рестлболе? Это все-таки борец или баскетболист? Ну, знаете, баскетболисты на самом деле боятся играть в рестлбол. Чуть-чуть у них другой темперамент, так скажем, баскетболиста. Есть, конечно, такие баскетболисты, которые не боятся там такого близкого, сильного контакта. Есть, но их мало. Поэтому я считаю, что в этой игре лучший игрок тот, который просто занимается на тренировках тем, что забивает в корзину. Цель-то игры — забить как можно больше очков, правильно? Правильно. Поэтому чем лучше ты забиваешь, плюс, конечно, ты должен быть мобильным, маневренным, двигаться шустрым, быстрым. У нас таких игроков очень много. На примере вот того же Рамазана Алиева. Вот можете посмотреть его нарезки у нас в соцсетях, как он, что он делает. То есть этот человек, он вот прям, как будто бы, знаете, он создан для этой игры. Когда он играет, я вот смотрю за его игрой, как он передвигается, как он просто может оставить позади всю команду соперников, просто всех вот так вот обойти, как он поворачивает. Короче, вот это все у него прям идеально смотрит. Он и забивает, и бросает, и борется. Это идеальный рестлболист. Скажите, вот да, у меня вопрос есть. Какова реакция на рестлбол со стороны профессиональных спортсменов из других видов спорта? Есть ли желание их вовлекать в этот новый вид спорта? Или, может, они сами проявляют желание? Ну, у нас очень много вовлечено на данный момент уже спортсменов, как ММАшников, самбистов, дзюдоистов, сумоистов, профессионалов, которые выступают на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и так далее, олимпиады. У нас рестлбол, это, знаете, это такая площадка, платформа для объединения всех спортов. То есть в рестлбол может играть любой спортсмен. Тут он должен быть спортсменом, то есть физически подготовленным человеком, выносливым, крепким, сильным. И у нас таких много. Алан, скажите, вот очень нам интересно узнать, сможем ли мы в скором времени поболеть за наших отечественных рестлболлеров на Олимпийских играх? Очень хороший вопрос. Я бы очень этого хотел, конечно же. Мы все для этого делаем, работаем, трудимся, не покладая рук, изо дня в день. И не бывает же все так сразу, быстро. Но, конечно же, наша цель — это чтобы рестлбол стал олимпийским видом спорта. И посмотрим. Конечно же, я бы хотел очень сильно, чтобы так было. Как и мы. Да. Мы бы были самыми ярыми болельщиками с Асланом. Да, абсолютно. Алан, спасибо вам большое за то, что вышли с нами на связь. Будем следить за вашими достижениями и будем ждать новых талантливых игроков в этой уникальной комбинации боевых искусств и командных игр. Спасибо. Спасибо. Аслан, мне кажется, спасибо вам огромное. Спасибо. Аслан, мне кажется, что сегодня мы поговорили практически обо всем на свете, но забыли кое-что сказать. Да. Традиционный анонс. Сразу после смотрите выпуск новостей. А для истинных фанатов футбола только футбол в 21:30. До новых встреч.